скажем так, благодаря тому, что у нас с вами есть интернет, да, мы сейчас можем все это решать, все вопросы. Очень рада. И Нижнекамск, вот, что я у вас недавно была, да, мы у вас были с мужем и с младшим сыном. Отлично. Англия. Здорово. Сортовала. Да, до вас все не доехать никак. Вот много городов нужно посещать, и не все успеваем. Значит, давайте я приступлю. Единственное, троечку я вижу. Раз, троечка, кто первый раз. И пока все. Или это троечка есть? Ага, Воронеж троечка есть, отлично. Все. Ну, тогда я, скажем так, сделаю стандартную презентацию, да, нашего круизного клуба, расскажу немножко о себе. Меня зовут Юлия Мотолыцкая, и я являюсь национальным директором на сегодняшний момент, пока еще, круизного клуба Incruises. Сразу хочу сказать, что у нас достаточное уже количество спикеров, да, кто рассказывает о нашем круизном клубе, о возможностях, как действительно можно ездить намного экономичнее в круизы, как можно ездить бесплатно, как можно зарабатывать путешествуя, да, что все это реальность, и, в общем, сказка стала былью, как я говорю. Вот каждый спикер рассказывает по-своему, поэтому я рекомендую, особенно новичкам, да и, в принципе, партнерам тоже, слушать разных спикеров для того, чтобы, ну, было такое, скажем так, общее понимание, да, концепция вообще нашего клуба. Вот, я больше, может быть, рассказываю с туристической точки зрения, потому что я сама в туризме, я профессионал в туризме, я с 94-го года, да, и я работала на большую компанию в Санкт-Петербурге, я сама из Санкт-Петербурга, вот у нас как раз за окном Невский проспект, да, мы сейчас находимся в центре нашего Петербурга любимого, у нас здесь офис, один из офисов, да, который я открыла в центре Санкт-Петербурга. И, соответственно, с 94-го я в туризме, и самая крупная компания, какая была на рынке нашего Питера, это была Нева. И, соответственно, я там тоже работала достаточно долго. У меня была своя туристическая компания, у меня была компиляция брачное агентство, туристическое агентство и тренинговое агентство, да, то есть я делаю разные такие форматы. Вот, я вообще за все новое, да, но несмотря на это, за то, что я за все новое, в 2016 году, когда ко мне, да, в офис пришла моя коллега по туризму и предложила Incruises, я не сразу приняла это предложение, потому что это действительно, ну, что-то новое. И для меня было важно пообщаться, скажем так, с человеком, который более был еще профессиональный в этой сфере, чем моя подруга, да, на тот момент. И после этого, после скайпа с ней, я только приняла решение и сказала «да», когда я поняла, в чем здесь дело. Потому что для меня, сразу скажу, так как я из туризма, для меня было очень важно, где компания зарегистрирована, да, какие у нее лицензии и так далее, и так далее. То есть я вот это вот все разбирала по косточкам. Вот, что тоже рекомендую людям делать, когда они включаются в наш клуб. Потому что предложений действительно на сегодняшний день миллион, и чего только нет, да, но не все, скажем так, такое чистое и хорошее, да, какое кажется с первого раза. Вот, ну, скажем так. Значит, по поводу 16-го года, это лето 16-го года, и вот молодой человек Ярослав, да, это наш средний сын на сегодняшний момент, наш начинающий блогер уже после круизов, после того, как он стал ездить в круизы, он стал блогером у нас, достаточно известным уже, как я шучу. Вот, как я была в Самаре, мне говорят, уже в детских садах показываем видео вашего Ярослава. Ну, это здорово на самом деле. Так вот, Ярослав в 2016 году, смотря журналы наши туристические у нас, потому что их много, нашел вот тоже журнал с лайнерами, с такими красивыми, и сказал: мама, хочу ездить на таких кораблях. Вот, чего хочет ребенок и чего хочет женщина, того хочет Бог, да, и, соответственно, действительно, он забросил такой, знаете, во Вселенную этот запрос, и получилось, что спустя несколько недель ко мне действительно приходит моя коллега и предлагает Incruises. И как интересно, знаете, в жизни бывает, мы чего-то просим, да, у Бога, у Вселенной, у Бога, а когда получаем, либо не верим, либо вообще забываем, что мы это просили. Вот. И я тоже не сразу отреагировала по поводу круизов и забыла вообще про то, что Ярослав просил, вот, в суете, как говорится, дней.
Ну, я очень благодарна Богу, что действительно Он мне дал эту возможность, и на сегодняшний момент это уникальная возможность, которая дана каждому из нас. Так вот, почему же я сказала «да»? Потому что, во-первых, по любым показателям вы поедете в круиз дешевле, да, если станете членом, когда станете членом нашего клуба круизного. Да, здравствуйте, Самара. Очень рада, к вам часто к вам езжу, вот, и, соответственно, можно ездить бесплатно, и можно зарабатывать путешествуя на лайнерах. Для меня было ключевым, наверное, зарабатывать путешествуя, потому что я не представляю свою жизнь без путешествий, и считаю, что это, ну, скажем, то, ради чего вообще многие живут, и во всяком случае я, потому что это эмоции, это впечатление. Для меня, например, скажем так, не очень комфортно, когда я долго нахожусь в одном месте, да, то есть если я в Санкт-Петербурге, мне обязательно нужно куда-то выезжать, поэтому, когда меня спрашивают, а тебе не сложно, вот вам не сложно с ребенком, с маленьким, да, на руках ездить по городам, конечно, сложно, с одной стороны сложно, но с другой стороны мне это очень нравится, именно поэтому, наверное, я это делаю, иначе бы я этого не делала. Итак, в 2016 году, соответственно, компания «Круизный клуб Incruises» пришел в мою жизнь, это было лето 2016-го. Вообще, на сегодняшний момент круизному клубу Incruises уже 3 года, вот в январе 16 числа было, и спустя буквально несколько месяцев мы тоже поехали в свой круиз. Почему мы поехали, скажем так, достаточно... продолжительное время мы ждали, потому что мы были в самом начале, мы вообще тоже так это верили, да, эта вера была основана вот прямо на вере, потому что к нам приехал президент в 2016 году, это был октябрь 2016 года, и Майкл Хатчисон, мы сейчас о нем поговорим, да, наш президент, и, соответственно, я его принимала вместе с нашей командой, и как бы еще один жетончик провалился, но самый главный жетончик, наверное, у меня провалился, когда 50 человек из Санкт-Петербурга, это был май 2017 года, съездили вот на таких красивых лайнерах в круизы, вернулись, да, и рассказывали с горящими глазами, как это здорово. На сегодняшний момент я могу сказать точно, что это здорово. Напишите, пожалуйста, у вас тоже нету звука у всех или только у Евы нету звука? Дайте мне обратную связь. Есть, спасибо. Подскажите девушке, чтобы она переключилась тогда, да, или что-нибудь нажала там. Вот, соответственно, было 50 человек, которые съездили с горящими глазами. Сегодня такие горящие глаза я увижу у всех круизеров, которые приезжают наши из круиза. Как я говорю, сразу молодеют, сразу хорошеют, и вообще у людей жизнь идет совершенно по-другому после наших круизов. Соответственно, это было раз. Второй момент, так сразу практически получилось, что мы пообщались на тот момент с человеком, с женщиной, которая, скажем так, рассказала нам об этом, она показала свои чеки, да, на тот момент достаточно существенные, да, и тогда я сказала, что нужно заняться этим проектом, этим клубом как бизнесом, да, не просто путешествовать, а именно обязательно и еще здесь вкладываться на все 100%. И именно у тех людей, это я сразу хочу сказать, кто вкладывается здесь в Incruises на все 100%, они те, кто распыляются, да, они имеют здесь еще очень хороший денежный эквивалент, скажем так, да. Вот, мы не будем сегодня особо озвучивать зарплаты, деньги, да, то есть это каждый может узнать у своего человека, кто его сюда пригласил. Вот, но единственное, я буду, скажем, какие-то вещи говорить, да, естественно, это то, что вы можете все взять тоже информацию в интернете. Так вот, спустя почти год, в сентябре, даже год, да, в сентябре 17-го мы поехали в свой первый круиз. Вот как раз на этой фотографии, да, вы видите, это MSC Splendida, и, соответственно, я честно скажу, когда мы пришли на лайнер, это было что-то очень, такое необычное, потому что вы попали в рай, где все о тебе заботятся, да, где ребенок мой вот с такими глазами просто на все это смотрел, и ради этого, как я говорю, стоит быть в Incruises и ездить в круизы. Сегодня у меня уже и старшая дочь тоже съездила в круизы, и кто, может быть, видел ее отзыв, это, конечно, шедевр, я считаю, вот, потому что очень хорошо дочь моя пишет, и после круиза ее, как я говорю, прям накрыло. И она действительно сейчас считает, что круизы – это лучший вид отдыха, хотя много где была, и так же, как и я, и до этого, но я с ней прямо
Согласна. Да, я рада, что вы на этом лайнере поедете, потому что это один из самых лучших лайнеров, это действительно шикарный лайнер, это моя любовь, Сплендиды, скажем так. Вот, и мы уже поехали, и, соответственно, с этого момента, наверное, как я говорю, стало все совершенно по-другому, да, потому что когда ты это слышишь, что кто-то едет и видит, это одно, а когда ты едешь сам, это совершенно другое. Поэтому мое личное мнение, да, вот есть люди, которые по-другому считают, я считаю, что нужно поехать как можно быстрее, чтобы понимать вообще, что это такое круизы, да, это для тех, кто здесь еще хочет зарабатывать. Это я уже буду, скажем так, и к тем, и к другим обращаться, и к людям, которые хотят просто путешествовать от нас, и к тем, кто хочет здесь еще и получать хороший доход. Сегодня, скажем так, нам всем, и вам, и нам, и всем намного легче. Почему? Потому что, когда мы начинали, действительно, сплошь и рядом мы слышали: ой, это пирамида, ой, значит, вас сейчас разведут на деньги, и никуда вы никто не поедете. Действительно, это, скажем, такое мнение было, и у многих остается. Как я говорю, это нормально. Почему? Потому что у нас сзади есть с вами, психологи мне подтвердят, рептильный мозг, который нам, скажем так, остался от предков, да, и он нас охраняет, нашу жизнь. И если мы идем во что-то непонятное, во что-то новое, он кричит: сос, сос, не ходи туда, да, это может быть опасно для жизни. Вот. И поэтому действительно люди, многие считают, что это что-то такое нереальное, там пирамида, не пирамида, еще что-то. Вот. Ну, как бы, опять же, люди обожглись, у них есть вот там в рептильном мозгу опыт, да, у каждого из нас есть такой опыт, скажем так, каких-то историй, да. Опять же, мы пришли сюда за опытом, опыт как положительный, так и отрицательный, это все равно опыт, да, и это наша жизнь, из этого она складывается. Вопрос, как мы к этому опыту относимся. Либо мы там залипаем, да, соответственно, остаемся в прошлом и не верим теперь ни во что, потому что уж я-то точно знаю, что это все развод и лохотрон, правда? Вот, поэтому есть такие люди, и таких людей много, и это понятно почему. Вопрос, как бы я обращаюсь к тем, кто идут вперед, несмотря на свой, возможно, какой-то плачевный опыт где-то в каких-то жизненных историях. Так вот, нам сейчас с вами намного легче, потому что нас, людей, которые уже съездили от Incruises в хорошие круизы, да, по доступным ценам бесплатно еще на этом зарабатывают, таких людей уже очень много, нас уже около 100 тысяч человек в 180 странах за эти 3 года. И вот, если вы наберете хэштег Incruises, да, в любой соцсети, вы увидите много, как я говорю, свидетельских показаний людей, как они съездили, да, как, соответственно, это видео уже очень много, это фото, да, люди из разных стран путешествуют от Incruises, причем это те люди, которые еще, например, несколько лет назад об этом даже не думали и вообще даже не мечтали, наверное, о том, что они поедут в круизы, да, потому что думали, как сказала моя одна знакомая, ну, нам в Питере в этом плане повезло, у нас лайнеры приходят к нам прямо в город, и мы их видим, да, они к нам заходят уже несколько лет. И одна моя знакомая сказала: ты знаешь, я раньше ходила вот по этой набережной у нас, да, и смотрела летом на эти лайнеры и думала, где вообще я, где моя жизнь и где вот эти круизы, что это 2 совершенно разные реальности, а сейчас у нее реальности соединились, что есть, оказывается, реальность и ее на круизах. И, соответственно, по поводу того, что люди действительно разные, да, то есть есть те, и опять же, их всегда много, нормально, вот, которые приходят к нам на презентации, у нас сейчас в Петербурге презентации идут ежедневно, пожалуйста, начинали мы с 1 раза в неделю, да, с городской презентацией, сейчас мы проводим по несколько презентаций в день в разных офисах, у нас есть, соответственно, спикеры. И есть люди, которые говорят: ой, это все вообще не для меня, ой, я в это не верю. А есть те, которые поверили, да, поверили в мечту. И я всегда на каждой презентации, на каждом вебинаре рассказываю об Александре Муравьеве, он у нас уже просто звезда. Вот. Это человек с ограниченными возможностями, это человек с ДЦП. Да. Я почему такие примеры привожу? Ну, чтобы тоже как бы было понятно, что абсолютно разные у нас люди. Вот. И человек, Саша, поверил в мечту, и, соответственно, в апреле прошлого года он уже съездил вот в свой первый круиз на Norwegian Epic на корабле, на таком красивом, из Барселоны по Европе.
когда он вещал, да, и стал вещать в своих соцсетях по поводу этого путешествия. Очень было много реакций разных самых. Вот, кто-то говорил, что это фотошоп, кто-то говорил, что это нереально. Ему писали в личку, что Саша, вообще, где ты, где круизы, да, это то, что ему сказали в турфирме под Санкт-Петербургом, когда он пришел узнать вообще, как поехать в круиз. Ему там столько насчитали и сказали: Саша, это не для тебя. Ты как бы из одной реальности, а круизы в другой. А он сказал: нет, вот, я и круизы это одно целое, и поехал. Вот, и я очень рада, что сейчас Саша уже едет этой весной в следующий круиз, и уже бесплатно, и у него растет команда. Это же здорово, потому что на самом деле наша задача вдохновлять людей, да, мотивировать людей и вдохновлять их на лучшую жизнь. И благодаря нашему клубу, да, благодаря нам с вами, партнеры, да, я всем прямо благодарность, как сказать, говорю, потому что мы с вами действительно несем очень благое дело, несем благую весть, как говорят, да, потому что с нами люди меняются, и из депрессии многие выходят, да, и уходят в позитив. Это здорово. Вот, соответственно, Саша съездил, да, помимо Александра у нас, естественно, есть еще люди, о которых я говорю все время, это люди старшего поколения. Почему я именно на этих людей обращаю внимание? Потому что они, ну, скажем так, уязвимые, понимаете, да, то есть, ну, как бы основная часть людей, понятно, ну, как бы они более-менее все равно могут себе заработать, если уж очень захотят, и на круиз, и за 100% поехать, и за 200, вот, а все-таки люди с ограниченными возможностями или люди в возрасте, да, пенсионеры, например. Ну, я вам могу сказать статистику, которую я сама веду, и когда я работала в Неве, это турагентство, то, что я говорила, самое большое было у нас в Питере, да, потому что на сегодняшний момент его, к сожалению, после 25 лет работы нету, да, потому что все меняется сейчас в мире туризма в том числе. Вот, и я для себя такую статистику сделала, что пенсионеры ездят в двух случаях. В первом случае это когда за них платят их дети, отправляют их на Канары, в общем, и могут себе это позволить. Здорово, молодцы, хороших вырастили детей, да, но не у всех так бывает. И большая часть пенсионеров обычно ездят, копят себе, ну, скажем, под подушечку, под матрасик, и, соответственно, в год могут съездить один раз, накапливают на Европу на автобусе, да, это самый экономичный вариант такой маршрута. Это очень здорово, автобусы я тоже люблю, вот, но, к сожалению или к счастью, я не знаю, но как бы для старых людей автобусы, им тяжеловато, короче, ездить, вот, а благодаря нам инкрузы с пенсионеры поехали в круиз, и вот две Валентины здесь на фотографии, они, соответственно, отпраздновали еще в прошлом мае свои дни рождения. Валечка праздновала 79 лет, да, сейчас я была в Москве, там у них 90-летняя путешественница, но, слушайте, это здорово, потому что мы людям дарим еще вторую молодость, это тоже хорошо. Вот, дальше. Почему многие спрашивают, у вас только круизный клуб? Ведь есть, например, компании, которые занимаются отелями, билетами, да, авиабилетами, перелетами и так далее. Я этот же вопрос на самом деле задала Майклу, президенту, когда он к нам приезжал в Петербург, еще в свой первый приезд в 2016 году. И что я от него услышала? Я от него услышала, что на сегодняшний момент это самая развитая отрасль туризма, которая набирает огромные обороты. И, естественно, как туристический работник я это тоже подтверждаю, потому что круизы сейчас находятся в той точке невозврата, как говорят, когда вот сейчас пойдет стремительный рост. Он уже пошел, но он еще не всем заметен. Он заметен только тем, кто, ну, как бы в теме, понимаете, да? Вот, и, соответственно, сейчас идет в ближайшие 10 лет точно пойдет очень сильный рост, и есть статистика, мы сейчас о ней поговорим. Вот, и Майкл сказал, что да, и почему круизы, потому что это бизнес на сегодняшний момент миллиардный, да, и здесь нужно быть для тех, кто хочет быть финансово успешным. И вторая составляющая, я соглашусь с Майклом, да, что он говорит, у меня есть боль, то есть это боль взрослого человека, что мало качественного времени я проводил со своими родными, со своими детьми, с родителями, да, и поэтому Майкл сейчас, когда едет в круиз, он берет и детей, и внуков, и родителей, вот, на самом деле в круизе ты, ну, скажем так, можешь позволить себе действительно расслабиться, там, не думать о своих проблемах, да, если они, ну, они у каждого есть, это нормально, это жизнь, какие-то задачи, которые нужно решать,
а в круизе расслабляешься, потому что все заботятся о тебе. Персонал действительно подготовлен специальным образом. На круизах есть специальные, ну, скажем так, школы, да, где готовят персонал для круизной индустрии. И я скажу сразу, что персонал более, ну, скажем, качественный, более лучше подготовленный, нежели в отелях. Это правда. То есть ты попадаешь в рай, где о тебе заботятся. Тебе не нужно думать о еде, потому что на круизах, почему еще так выгодно, да, ездить на круизах? Там питание все включено, кроме спиртного, да. Есть шведские столы, есть, мы тоже, сейчас еще один ролик вышел с Ярославом, с моим сыном, так что на канале Юлия Мотолыцкая можете его посмотреть. В ближайший день-два выложим еще один ролик. Там тоже он показывает, какой шведский стол, да, что есть рестораны а-ля карт. Вот, и как я всем рассказываю, что старшая дочка, да, поехала когда в круиз, тоже вот они осенью съездили, 18-го года в круиз. Она говорит, я каждый вечер в 9 вечера стояла около какого-то там кафе на лайнере, да, потому что знала, что именно в это время будут выносить какие-то очень вкусные пирожные, да. То есть действительно там еда еще как искусство, это уровень, ну, лучших ресторанов, да, то есть действительно. Вот, дальше, помимо этого, еда это прекрасно, да, за один круиз мы с вами побываем в нескольких странах. Например, когда мы ездили, да, у нас получилось так, мы уезжали из Испании, это был Валенсия, потом мы уже были, в следующий день это уже во Франции, Марсель, потом Италия, Генуя, Сицилия, Сардиния, Рим и Балиарские острова, Майорка, и вернулись в Валенсию. То есть, в принципе, за неделю, если вы берете недельный круиз, вы посещаете где-то 3-4 страны, 5, 6, 7 городов, да, в зависимости от маршрута. Очень многие у нас сейчас уже, скажем так, круизеры со стажем, да, которые уже съездили в недельные круизы, им этого мало, это нормально, аппетит растет во время еды, и едут уже в более длительные путешествия. У нас сейчас ребята вернулись много кто из 3-недельного круиза, Европа, Бразилия, да, где они выезжали, например, лайнер выходил из Рима, либо из Генуи, проезжали несколько стран и городов в Европе заездом на Канарские острова, на Мадейру, и дальше пересекали океан Атлантический в течение там 3, 4, 5 дней, по разных маршрутах было по-разному, и дальше около 5-6 дней это города по Бразилии, то есть заканчивали свой круиз Сан-Пауло либо Рио-де-Жанейро, да, действительно маршруты очень хорошие, интересные. А сейчас у меня собираются девушки из Доминиканской республики, то есть они летят в Доминикану, и дальше, наоборот, 18 дней они прибывают в Европу. То есть очень много таких перегонных маршрутов, когда перегоняется один маршрут, лайнер перегоняется, например, из Азии в Европу, или наоборот. Да, вот Лилия пишет, как раз мама Лилии тоже была в этом круизе. Это действительно уникальные вещи, это мне, к сожалению, ну как бы жаль, у меня мама уже нет со мной, да, я тоже очень много с мамой путешествовала, и я считаю, что если еще у вас есть возможность подарить своим родителям этот круиз, эту возможность, обязательно сделайте это, потому что это незабываемо. И это, ну, скажем так, это внимание наше с вами, родители, ну, скажем, для них это очень ценно, то, что они получат во время этого круиза. Вот, поэтому действительно мы, скажем так, в планах нашего клуба за 5 лет, чтобы мы объездили весь мир. И это реально, потому что за один круиз действительно мы посещаем много городов и стран. Вот, дальше, в плане того, что кто-то говорит, что там замкнутое пространство или еще что-то. У меня дочь сказала, нет, какое замкнутое пространство, это же просто, это огромный лайнер, действительно, 15-20 этажей. У меня ребята ездили, фотографы с нами, вот кто снимал Ярослава, они говорят, у них шагомер или где-то что-то там, какой-то прибор, в общем, они 8 километров нашагали за один день, просто они на лайнере, у них был день в море, они говорят, мы только за один день просто по лайнеру находили 8 километров. Но если кто-то, например, не любит ходить в города, ну, мало ли, или устали, да, то можно действительно насладиться вообще всем, что есть на лайнере, потому что на лайнере очень много всего. То есть там и тренажерный зал, и джакузи, и что еще, бассейн, это все у вас в вашем распоряжении, это все уже входит в стоимость, это не нужно платить за это. Дальше, то есть еда, развлечения, это входит каждый вечер в огромном, на 1500 человек в зале, концертном зале у вас идет шоу, мюзикл, да, то есть уровень бродвейского шоу, то есть действительно
Иногда вот сидишь, просто дух захватывает от того, что там происходит, тоже высокого уровня, тоже об этом вот видео сняли у меня ребята и выложим сейчас на мой канал. Дальше, каждый день у вас мастер-классы, кулинарные, языковые, там, например, у нас был «Дети против родителей», то есть они там лепили пельмешки, детки и родители, в этом соревновались, и вот эти вот, ну, разные, скажем так, аниматоры, да, в разных одеждах, это все тоже судили, это было целое шоу, то есть для детей очень интересно. В плане, кто есть с детьми ездит, это очень здорово. Почему? Потому что есть две компании круизные, это MSC и Costa, и если мы берем с вами межсезонье с ноября, вот, например, ноябрьские каникулы мои ездили, да, старшие дети, и до апреля с двумя взрослыми, двое детишек практически бесплатно идут, то есть они оплачивают только бортовые сборы. Это тоже очень интересно. И что важно, что если, например, ваш ребенок, ну и вы устали друг от друга, как я говорю, или ребенок не хочет с вами ходить по городам, как у нас это было, есть детские клубы, которые тоже уже не нужно оплачивать, это уже все включено. Вы можете ребенка туда сдать, как я говорю, с утра до вечера, пока вы гуляете по Барселоне, или по Майорке, или по Риму, да, и ребенком вашим там займутся аниматоры, то есть у них там и разные квесты, и тоже детские шоу, они там рисуют, поют, там Человек-паук к ним приходит, в общем, целое действие. Тоже для деток это интересно. Вот, а попала в плане безопасности, да, мало кто, знаете, я вот поняла, что для себя, что у нас пока мало кто знает вообще, что такое круизные лайнеры. И это нормально. А почему? Потому что есть мировая статистика, что в Америке 20% людей уже путешествовало на лайнерах. Именно поэтому, ну, Америка – это круизная страна, именно поэтому мы американский клуб, то есть мы зарегистрированы в Америке. Потому что пока на сегодняшний момент круизная индустрия, она, скажем так, больше смотрит, ну, в сторону Америки. Вот, пока так, да, 10% европейцев уже были в круизах, а во всех остальных странах, в том числе, например, Россия, там, Казахстан, там, Беларусь, Украина и другие страны, это менее 1% людей, которые вообще даже были на этих круизах, понимаете? Когда я езжу по городам, я сталкиваюсь с тем, что люди мне говорят, да, мы знаем, что такое круизный лайнер, конечно, и так кивают мне головами, а я говорю, а что, ну, вот куда вы ездили? Ну как, ну вот на теплоходе по Волге мы тоже ездили на корабле. Это классно. Моя мама тоже в 70-х годах путешествовала на теплоходе по Волге. Это было одно из незабываемых ее впечатлений, которые она рассказывала мне прямо на протяжении всей своей жизни. Это правда круто. Но это не круизные лайнеры. И многие из нашего региона, да, Питер и Северо-Запад, они говорят, да-да-да, мы ездили на круизных лайнерах. Это, например, принцесса Анастасия Мария, тоже не тот формат, и Сильвия Лайн, да, паромы. То есть паромы и лайнеры тоже немножко, ну, скажем, не немножко, это большая разница. Так вот, и именно мы к этому идем, я рассказывать буду сначала. У меня есть, Вера, свой план, поэтому, если у вас мало времени, вы можете потом записи посмотреть у меня на канале. Вот, и здесь получается, что действительно круизные лайнеры сейчас это самый безопасный вид путешествий. То есть есть статистика, да, и мало ли, если вы вдруг не знаете, посмотрите на ютубе, сейчас это так как круизы, ну, скажем, в моде, да, многие блогеры поехали, и они рассказывают именно о самом лайнере, что там внутри, насколько это современное, как, ну, скажем так, строение, сооружение, или даже на средства передвижения, наверное, так скажем. Итак, кто же мы? Мы международный круизный клуб, и наша миссия действительно, ну, как скажем, когда говорят слово «миссия», да, все такие пафос, да, типа думают. И когда Майкл мне тоже говорил, в первый приезд президент наш, он говорил мне, сейчас я попробую найти его книгу, если я его сегодня взяла с собой, он говорил, ну, понимаешь, наша задача, Юлия, он мне говорил, Джулия, чтобы как можно больше людей поехало в круизы по доступным средствам. И я говорю, ну, да, конечно. Вот. А сейчас, когда я вижу, что такое происходит, то есть действительно я понимаю, о чем шла речь, когда и что сейчас происходит. Действительно, очень много людей уже ездит в круизы, благодаря нашему вот президенту Майклу Хатчинсону, да, сейчас мы о нем поговорим. Соответственно, и не просто ездить в круизы, чтобы люди ездили, а еще и зарабатывали на этом. Так, что-то у меня включилось, какой-то word recording, не знаю, что это. Так, дальше. Следующий вариант.
Следующий, именно то, что касается Майкла Хатчисона. Это наш президент, и этот человек действительно уникальный и такого вселенского масштаба, как я говорю. Майкл является антикризисным менеджером, и это очень важно, потому что это человек, который выводил Энтони Робинса, это на сегодняшний момент, ну, скажем так, коуч, Энтони Робинс, коуч номер 1, да, у нас тоже его книги есть в офисе, и многие из вас его знают, да, то есть и наш Майкл вывел бизнес Энтони Робинса с больших минусов до больших плюсов, и это было с 87 по 94 год. Далее, у Майкла есть свое шоу, да, на телевидении, куда он тоже приглашает известных личностей, как Брайан Трейси. Вот. Мне говорят, ну и что, много куда ходят, например, там тот же Тони Роббинс и Брайан Трейси, это да, но как бы наш президент является другом, да, того же Энтони Роббинса и Брайан Трейси, а это важно, просто уровень тоже личности и масштаба. Вот. И Майкл сам является коучем, да, и автором книг, и книги в основном у него по мотивации и по личностному росту, по ораторскому мастерству. Да? И одна из них, даже две уже, это вот одна из них вот просто с фотографией Майкла, а вторая по ораторскому мастерству уже переведена на русский язык. И, в общем-то, те, кто хочет ознакомиться, ну, найдите возможность через своих партнеров эти книги заказать. Они, в принципе, уже есть у нас. Вот, Майкл здесь как раз на фотографиях, вот он с Энтони Робинсом, здесь он, соответственно, у меня в офисе и с нашими партнерами. И, соответственно, он постоянно со всеми фотографируется. Чем мне нравится Майкл, кто бы его не попросил сфотографироваться, он действительно идет и фотографируется. То есть он уникальная личность. И помните, вначале я вам говорила, что для меня, как для работника туризма, очень важно, да, было вообще, где компания зарегистрирована, какие у нее документы, какие лицензии есть. Это действительно важно для каждого человека, кто принимает решение о вступлении в наш клуб или, соответственно, о том, не просто быть членом клуба, а еще и чтобы здесь работать. Так вот, наш круизный клуб, он Incruises, он входит в ассоциацию CLIA, да, это Cruise Lines International Association. Что это такая за ассоциация? Это ассоциация, которая работает, внимание, с 1974 года, и она объединяет под собой, да, то есть как бы под ней находится 17 круизных линий, да, которые являются лидирующими круизными линиями сейчас на рынке. Вот, потому что есть и меньше круизные линии, но они, как говорится, такие небольшие. А основные игроки, они все входят в эту организацию CLIA. Мужчинам, я когда рассказываю, говорю, это как FIFA в футболе, да, примерно так. И зачем мы, скажем так, вошли в эту CLIA, зачем мы ей, да? Ну, прежде всего скажу, чтобы войти в эту организацию, в эту ассоциацию, нас проверяли очень, скажем, финансово, и Майкла, и совет директоров, и компанию, да, в плане надежности, в плане финансовых всех историй. Вот. И для меня важно, лично для меня, что нас обязали получить, нас Incruises, лицензии, 4 лицензии на Sales of Travel. Так называемый СОТ, это, ну, переведем на русский, на продажу туристических услуг. И нужно было получить лицензии именно в определенных штатах Америки, да, потому что ну, там у них есть в каждом штате свои нормы, свои законы. Да, и для CLIA было важно именно эти штаты. Это к вопросу о легальности. Дальше, для чего мы CLIA, да, то есть, и что у нас происходит? Дело в том, что CLIA, эта ассоциация, она занимается очень многими вопросами регулировки, да, всей этой круизной деятельности, и в том числе она занимается вопросом увеличения пассажиропотока круизеров, да, на круизные лайнеры. Дело в том, что круизная индустрия, как я уже говорила сейчас, очень сильно пошел рост ее. И если к началу, вот факты, да, к началу 2018 года в круизную ассоциацию входило 176 лайнеров, да, то на сегодняшний момент в 2018 году прибавилось еще новых 36, и в 2019 году прибавляется еще 24, то есть в ближайшие 5 лет около 90 лайнеров новых сойдут на воду. Каждый лайнер больше предыдущего, потому что ну, идет такая сейчас некое соревнование, да, то есть этот крутой лайнер, а этот еще круче. И если до этого лайнеры были там 3,5-5 тысяч человек, да, помещалось на одном лайнере, то сегодня уже и до 7 человек, до 7 тысяч человек помещается на каждом лайнере. И эти лайнеры надо заполнять. Все просто. Вот она наша с вами работа. Мы сейчас придем к нашей работе, о чем спрашивала Лера. Вот, соответственно, нужно заполнять.
количество пассажиров действительно растет, путешественников, которые ездят в круизы. Есть статистика, если в прошлом году 28 миллионов человек ездило в круизы, да, это статистика КЛИА, в этом году, по, ну, скажем так, по предположительным данным, это будет 30 миллионов человек, но этого мало, да, то есть есть определенная вот эта вот целевая аудитория, которая увеличивается, но увеличивается не так быстро, как хотелось бы КЛИА. И тут появляется Incruises, уж я не знаю, что было первично, что вторично, да, и Incruises, говорит Майкл Хатчисон, что мы вам приведем тех людей, нас с вами, которые раньше вообще не ездили в круизы и которые вообще в эту сторону даже не смотрели. То есть многие люди смотрели куда? В Турцию, да, что у нас, Арабские Эмираты, Египет еще, да, был одно время очень посещаемой страной, но никак не круизы, потому что круизы для нас это было очень дорого и вообще не очень понятно. Вот, и поэтому Майкл сказал, наша задача, и вот сейчас мы говорим про работу, а нашу партнеров в клуб приглашать людей все больше и больше, тех, которые не ездили в круизы. И, соответственно, чтобы люди полюбили круизы, а это невозможно не любить, когда у меня сегодня партнеры вот недавно вернулись из круиза по Персидскому заливу из Арабских Эмиратов, и они говорят, все, мы подсели, да, в хорошем плане люди влюбляются в круизы, и на что-то другое их теперь завлечь очень сложно, потому что это уникальный отдых, который сочетает в себе 10 в одном, как я говорю, очень много всего происходит на круизном лайнере. Смотрите видео, а лучше поезжайте. Вот, и, соответственно, мы для КЛИА приводим новую целевую аудиторию, но как мы ее приводим? Нам, естественно, Майкл договорился о большой оптовой скидке, то есть нам предоставляется как членам клуба хорошая цена, намного выгоднее, чем вы найдете где-либо еще. За счет чего я это объясняю? Все очень просто. Смотрите, так же, как и отели, лайнеры очень редко, когда заполняются на все 100%. То есть всегда есть какая-то квота кают, которая едет пустая, да, вот, и именно поэтому, ну, вот, кто ездил уже, многим из нас дают не внутренние каюты, да, предоставляют даже без доплаты каюты с балконом, с окном, ну и так далее, более дорогие каюты, но мы за это не доплачиваем, это, ну, потому что действительно не весь заполняется лайнер. И, соответственно, нам дают определенную квоту мест на каждом лайнере, да, а у нас получается в общей сложности около 5000 круизов в год, потому что лайнеры выходят со всего мира. И они бы и так пошли, поймите меня, пустыми. И лайнеру нормально, они уже 25 раз оправдали свой лайнер, и там есть лайнеру на чем заработать, да, там и казино, там и магазины, там и спа-процедуры, то есть всегда есть где еще потратить деньги, кто хочет, да. Вот, нас выгодно вообще туда бесплатно пускать, да, как я говорю. Но, в принципе, как бы, да, они договорились с КЛИА, с Incruises, то есть есть определенная договоренность, я не знаю какая, и никто вам не скажет, какая это коммерческая тайна, сколько, соответственно, Incruises оплачивает. Нам с вами, соответственно, есть определенная тоже цена, да, около, там, примерно вдвое меньше цена, чем предлагает сам круизный лайнер у себя на сайте. То есть нам это реально очень выгодно, потому что таких цен мы с вами не найдем нигде. С турфирмами я тоже не сравниваю, ну, потому что, к сожалению, мы с вами не круизные страны, я говорю о СНГ, о России и СНГ, потому что поэтому у нас с вами точно крупно-оптовых цен здесь не будет. Ну, вот. Соответственно, мы даем новую целевую аудиторию, да, для КЛИА, которая будет посещать круизы не только один раз. То есть нам не интересны даже, скажем так, люди, которые, может быть, хотят поехать один раз, и все, больше не надо. Ну, тогда идите в турфирму, поезжайте от турфирмы один раз, да. То есть наша задача, и КЛИА нас, скажем так, к этому, ну, призывает, да, чтобы наши члены клуба ездили в круизы там, раз в год, там, 2 раза в год, раз в год в 2 года, ну и так далее. У каждого своя, может быть, история жизненная, когда он может ездить. Вот, и мы наполняем эти лайнеры, да, мы, естественно, о них начинаем рассказывать. Так вот, в чем же заключается наша работа? Наша работа заключается в том, что делаю сейчас я. И я это делаю постоянно, да, я провожу много встреч на земле, да, в Санкт-Петербурге, в других городах, я рассказываю о нашем клубе, я его популяризирую и привлекаю новых людей в наш клуб. За это компания нам с вами платит как партнеры. Вот, и, соответственно, для того, чтобы быть партнером, естественно, нужно быть тоже членом клуба, чтобы ездить, чтобы смотреть, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Вот. И что еще я вам хотела сказать? Ну, наверное, про КЛИА все.
И мы являемся как неким агрегатором, да, как система Booking работает. Да? Наверняка многие из вас знают, да, что мы, например, я здесь в Петербурге, хочу поехать в Париж, и ищу там отель какой, да, мне нужен. И я зайду на Booking, и мне Booking выдаст все отели, которые у него, ну, скажем так, с кем он работает. И здесь такая же система, то есть у нас с вами есть поисковик, все вот эти компании, которые у нас здесь есть на слайде, и сейчас еще появляются новые, они непосредственно что? Они тоже вот все, что эта квота мест у нас, скажем так, для нас оставлено, для Incruises, оно у нас появляется в нашем поисковике. Таким образом, мы являемся сами себе, ну, туристическим агентом. То есть мы выбираем, будучи членом клуба, что мы хотим, не что нам предлагают, да, а мы смотрим, Азия, так, когда мы хотим, например, февраль-март, ну, условно я говорю, да, значит, смотрим, выбираем, оплачиваем, да, но для этого мы должны быть членом клуба, и у нас должны быть определенные накопления круизных долларов, да, чтобы оплатить эти круизы. Сейчас мы об этом поговорим. Маршруты действительно по всему миру. Если вас интересует Америка, это то направление. Если Австралия, пожалуйста, выбирайте Австралию. Если вас интересует reposition, да, то есть когда меняют направление, это вот то, что между континентами, когда лайнеры идут, я вам очень рекомендую, потому что за очень небольшие деньги вы получите большое путешествие. Вот у нас сейчас уезжают 1 апреля партнеры из Арабских Эмиратов на 27 дней с посещением там, по-моему, около 10 стран, и заканчивается их путешествие в Японии. Да? То есть, представляете, на целый месяц уезжают. Меня многие спрашивают: ой-ой-ой, а как это так, а когда же вы работаете? Так вот, работа наша заключается, чтобы путешествовать и рассказывать об этом и на земле, и, что самое сейчас важное, это в соцсетях, в интернет-пространстве. Пожалуйста, нам с вами все карты в руки, это для тех, кто собирается здесь получать хорошие доходы. Да? Так вот, я всегда рассказываю, что у нас есть два варианта развития событий. Первый вариант выгодный, второй вариант очень выгодный. Первый вариант – стать членом клуба Incruises, американского клуба круизеров, назовем это так. Но по факту он американский, но мы с вами уже в 180 странах являемся, скажем так, его членами нашего клуба. Что для этого нужно? Для этого нужно взять того человека, кто вас пригласил на этот вебинар, и сказать: дай мне свою ссылку. Вот, он вам дает свою ссылку реферальную, и вы регистрируетесь на английском языке, да, в наш клуб. Важно, внимательно, я за осознанность. Нам не нужны все люди, пожалуйста. Сюда нам всех не нужно, это закрытый клуб. Поэтому вы должны сами принять решение. Для этого берете и читаете у нас на сайте договор публичной оферты, да, непосредственно договор с Incruises. Не со мной, не с тем человеком, кто вас пригласил, а именно с Incruises. И в здравом уме, и доброй памяти, как я говорю, прочитали договор, все вам там понравилось. Если не понравилось, ну, как бы, все, это не ваше, значит. Понравилось, значит, ставите галочку, это равно подписи на бумаге, да, договор публичной оферты. Сейчас многие знают, ну, век интернета. И вы начинаете сами себе накапливать по $100 каждый месяц. То есть вы, например, сегодня оплачиваете $100 по любой карте, либо Visa, либо MasterCard, либо есть еще другие варианты там, платежных систем, через которые вы можете это все оплатить. И ваши деньги тут же прилетают к вам в кабинет в Incruises. Но что важно, что вы заплатили $100 в эквиваленте к вашей валюте, да, соответственно, где вы живете, от этого зависит. И эта сумма удваивается, то есть у вас получается 200 круизных долларов. То есть 200 круизных долларов, что это такое? То есть 200 круизных долларов – это 100 ваших. Круизные доллары – это наша запатентованная валюта, нашей компании. И все цены, внимание, у нас в кабинете круизных долларов. Да? Все, что мы с вами видим, цены на наши, например, $499 стоит. Это значит круизных долларов, да, там, или 585, ну, обычно 9, да, 589. Круизные доллары, они, соответственно, накапливаются. Они очень ценная валюта. Вот те люди, которые бронируют круизы, они уже понимают, что это очень ценная валюта, потому что наши круизные доллары – эквивалент времени. Вы не можете заплатить $200, 300, 500, 1000 в месяц. Не можете, только 100. Почему? Потому что правила у нас такие в нашем клубе. Есть там, я говорю, хоккей, там свои правила, есть футбол, у них свои правила, правильно? У нас наш клуб закрытый. Нравится –
вступаем. Не нравится, не вступаем. Тут нет никакого, как я говорю, насилия. Поэтому 200 круизных долларов ежемесячно, да, у вас появляется на вашем счету. Вы 100 оплачиваете, они превращаются в 200. Дальше. Вы, например, 5 месяцев копили. Ваших 500 долларов, правильно? Компания их удвоила, у вас 1000 круизных долларов. Но, внимательно, да, какой есть нюанс. Помните, я вам говорила, что для Клиа мы интересны только как люди, которые будут ездить в круизы постоянно. Если вы хотите съесть один раз и больше не ездить, ну, наверное, вам не сюда. Так вот, как это сделано технически, чтобы мы с вами ездили постоянно? Это касаемо сейчас членов клуба, потому что у нас у партнеров другая будет история. Так вот, члены клуба из этой 1000 долларов в первый год могут использовать 60%, значит 600 круизных долларов. Вы оплатили круиз, ну это, например, неделя по Арабским Эмиратам, место в каюте, да, 2-3-местное, вы сами уже формируете свою каюту, или в Европу, или, например, по Карибам. То есть вы выбираете, например, вариант 600 круизных долларов. Или это может быть 700 круизных долларов, но у вас есть только 600. Значит, 100 вы доплачиваете долларами, но 1 к 1. То есть это будет 100 долларов, уже не круизных. Поэтому очень ценно время. Поэтому, как я говорю, нужно было еще вчера к нам в клуб прийти для тех, кому это интересно. Вот, и у вас остается остаток, правильно, 400 круизных долларов. Вы дальше продолжаете проплачивать свои по 100 долларов. То есть это уже, знаете как, финансовая грамотность. То есть вы точно не потратите эти деньги на новый холодильник, который у вас вчера сломался, или на пылесос, там, или на еще что-нибудь. То есть вы точно поедете отдыхать за эти деньги. Это забота о себе. То, чего не хватает нашим людям, да. Соответственно, вы приехали с круиза, у вас там опять что-то поднакопилось, да, то есть 2-3 месяца еще подкопили, опять забронировали себе, оплатили круиз и так далее. У меня есть Вероника в команде, я обожаю эту женщину, ей 72 года, из Сочи, она за год съездила в 3 круиза, сейчас уже, насколько я знаю, собирается в 4-й. Ну, короче, тут вы уже сами решаете, если вы один на себя или одна копите, вы можете 2-3 раза в год точно ездить в круизы. Если вы копите одна или один на всю семью, ну, соответственно, тут уже либо доплачиваете обычными долларами, либо подольше покопите. Да? Такие варианты тоже есть. У меня подруга вот сейчас вернулась с круиза по Европе, тоже на МСИ Мировигли они ездили с детьми. Соответственно, она копила на себя, на мужа и на 2 детей. Ну, там на детей чуть-чуть, только портовые сборы получились, тоже они бесплатно ездили. Соответственно, она копила вот 1,5 года у нее получилось. Но сейчас они приехали, у них уже опять там накоплено. Они сейчас собираются в следующий уже круиз, она сказала, едут по норвежским фьордам собираются, да, уже в августе или в июле. То есть здесь уже, ну как бы, у нее уже тема пошла, сейчас уже и муж тоже хочет накапливать, чтобы это было быстрее. То есть они почувствовали вот этот вкус круизов, понимаете, потому что это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот этот прекрасный мужчина на слайде, да, наверное, его лицо говорит нам о многом. Соответственно, в первый год 60%, во второй год 70%, 80%, 90% и на 5-й год все 100% круизных своих накоплений вы можете использовать в круизы. Что еще важно? Важно, что вы как член клуба, да, или член-партнер, вы можете с собой брать людей к себе в каюту 1, 2 или 3. То есть вы сами выбираете, какую каюту вы будете для себя брать. И это вы хозяин этого, и вы решаете то ли поделиться с вашими, например, людьми своими круизными долларами, то ли они будут платить уже сами. Вот, например, я всегда привожу Елену у нас в пример, она в прошлом январе ездила, у нее был маршрут на 12 дней, это межсезонье из Барселоны с захватом Канарских островов, они заезжали на Мадейру, тоже заезжали в Марокко, 600 круизных долларов, это ее 300 долларов. Подруга захотела поехать с ней, ну, заплатила обычных 600 долларов, тоже очень выгодно подруге, потому что в турфирме этот же маршрут они нашли намного дороже, не буду говорить за сколько. Вот, соответственно, но самый-самый выгодный вариант – это партнерство плюс членство. То есть к тем 100 долларам, которые мы с вами говорили, мы добавляем, вот как здесь на этом слайде, партнерство. То есть франшиза за 195 долларов, которая потом пролонгируется только всего 1 раз в год, и то уже будет не 195, а по 95. То есть самый выгодный вариант, если вы хотите не просто ездить с большими скидками, да, через наш круизный клуб, но вы хотите здесь ездить бесплатно, это как минимум, и, ну, скажем так, зарабатывать как максимум очень хорошие деньги.
Соответственно, вы берете пакет, который называется «Вместе», да, $295 оплачиваете, естественно, по карте, ну, по тому, скажем, курсу, какой у вас банк. Вот, и здесь у вас получается сумма двух слагаемых. $100, которые у вас тут же удвоились, и у вас на счету 200 круизных долларов, и $195 – это один раз в год, внимательно, да, оплачивается франшиза на год. Это примерно вариант, как если бы вам предложили франшизу Макдональдса на заре становления Макдональдса. Вот, бизнес на сегодняшний момент очень сильно развивается, поэтому рекомендую очень. Ну и, соответственно, когда вы имеете уже франшизу, да, то есть вы взяли пакет за $295, дальше ваша задача выйти на безоплатное членство. То есть что нужно для этого? Нужно для этого пригласить 5 человек. Пока это могут быть и те, и другие, и по 100, и по 295, но в перспективе у нас, скорее всего, уже будет все 5 человек по 295, то есть к этому все идет. Вот, поэтому, да, то есть как только у вас, вы пригласили 5 человек, компания начинает за вас платить эти $100, то есть 200 круизных долларов вы получаете каждый месяц, пока у вас есть 5 активных. Меня спрашивают, что значит 5? Это каждый месяц должно быть 5? Нет. Значит, смотрите, вы можете, ну, как теория, практика – это другое. Так в теории это 5 человек у вас пожизненно могут проплачивать себе там на круизы, ездить или тоже становиться бесплатниками. Но в жизни все бывает, да, у кого-то что-то случилось, там, ну, мало ли что, да, человек не захотел дальше проплачиваться. Вот, поэтому пригласите себе и 6, и 7, и 8, то есть сделайте сами себе подстраховку, да. Соответственно, вы уже будете, так, выдохнули, вам не надо будет больше ничего оплачивать, никакие $100, компания будет платить за вас. И что важно, как только компания за вас 3 месяца подряд заплатит, то есть вы доказали свою лояльность к клубу, да, что вы здесь работаете, вы можете уже использовать все 100% своих накопленных средств, да, то есть 100% ваших круизных долларов. Но это, соответственно, на 1 круиз в год. Да. Мы, как директора, и я вам рекомендую тоже выйти на уровень директора, мы можем жить в круизах, мы можем использовать все 100%, ну, хоть по 5, по 6 раз в круиз ездить в год. Это уже, ну, наша работа, и, соответственно, мы можем это делать. Ну, вот, поэтому первый момент – это безоплатное членство. Поэтому, когда я говорю, что это бесплатно, это относительно бесплатно. Вы понимаете, да, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и это правильно. Вот. Но в нашем с вами случае есть разные ресурсы. Что мы сюда вкладываем? Либо мы вкладываемся деньгами, по $100 каждый месяц платим, да? Либо мы вкладываемся, как я сейчас вкладываю своим временем и энергией. Да? Соответственно, если вы готовы вкладываться временем и энергией, вы выйдете на бесплатное членство. Если не готовы, не выйдете, будете просто накапливать себе, если хотите, по $100 и ездить с огромными скидками. Сразу отвечу на вопросы, которые обычно возникают. Это обязательно сделать, 5 человек пригласить в первый месяц? Нет, не обязательно. Но пока вы это не сделаете, вы будете оплачивать свои $100 сами. Поэтому, когда вы это сделаете, соответственно, тогда компания уже будет вас поощрять проплатами за вас. Дальше, помимо круизных долларов, у нас с вами есть еще доллары, которые мы получаем благодаря тому, что мы делаем карту Pioneer. Pioneer – это американская платежная система, и на нее мы получаем 4 вида дохода. Я по ним пробегусь быстро, да, кому интересно, пожалуйста, мы в Петербурге проводим школы по маркетингу, в других городах тоже это сейчас проходит, и много это сейчас информации у нас на канале. У нас есть свой YouTube-канал Incruises Russian Team, вот, соответственно, туда заходите, и тоже там все можно уже по полочкам вам разложить, потому что здесь, ну, скажем, такой ознакомительный у нас сегодня семинар, вебинар. Вот. Кстати, скажу еще вот что у нас мы организовали с лидерами 16-17 февраля этого года, вот уже через 2 недели, обучающий семинар для партнеров Incruises, выездной, под городом Санкт-Петербургом, в Зеленогорске, да, поэтому кому это интересно, получить информацию, как можно выйти на хорошие доходы, как можно быть в Incruises, стать директором, что делать и так далее, всеми фишками будут делиться сами директора, да, то есть лидеры, которые будут участвовать в семинаре, и вы сможете тоже поучаствовать. Кому это интересно, пишите мне, звоните мне, можете записать мой телефон, я постараюсь, я есть в WhatsApp, и мне можно все вопросы туда задать. И, в принципе, в Вайбере есть. Так, 960-7981. Да. Вот по поводу этого семинара
под Санкт-Петербургом. Рекомендую быть, потому что именно благодаря таким семинарам ваш бизнес пойдет вверх. Да, то есть на таких семинарах рождаются лидеры, потому что на этих семинарах, ну, скажем так, я вам все сейчас, понятно, рассказать не могу и не буду, а на таких семинарах, скажем, несколько лидеров рассказывают о том, как они идут, как они дошли до таких результатов, до которых они дошли, скажем так, и это, скажем, на семинарах действительно рождаются лидеры. Так вот, мы с вами получаем 4 дохода еще на, ну, в деньгах, в долларах, да, на нашу карту «Пионер». Это мгновенные бонусы, это деньги, которые вы можете получить сразу, да, соответственно, ваша задача просто в течение месяца получить эту карту, заказать ее, получить. Ваш наставник вам расскажет, как это сделать. Вот, дальше, соответственно, за первого человека вы, да, запись, надеюсь, будет. За первого человека вы получаете $50, за второго 60 и так далее, за 10-го 150. То есть в течение месяца, пригласив 5 человек по 295, это важно, да, именно для члена и партнера, вы получаете, ну, скажем так, сразу мгновенный бонус, да. Помимо этого, соответственно, у нас есть еженедельные бонусы соучастия, когда ваши партнеры работают, и вы по понедельникам получаете премии от ваших людей, от вашей первой линии. Это тоже отдельный совершенно бонус, объясняем все тоже на школах. Дальше. Есть у нас зарплаты, ведь многие люди хотят получать зарплаты, да, у нас зарплаты тоже есть, опять же, для тех, кто работает, они бамбук курит, как я говорю, да, и не делает вид, что работает, а тот, кто работает, на канале у меня можно посмотреть Юлия Мотолыцкая. Значит, для того, чтобы получать зарплаты, нужно собрать команду, да, желательно тоже по $295 из 30 человек, потому что в этом случае вы получите 1 числа следующего, ну, как бы, месяца, затем, например, в феврале вы собрали команду, да, подписалось у вас 30 человек в общей сложности в команде, 30 человек, и вы 1 марта, например, получаете зарплату $300. И если вы это делаете в течение 90 дней, которые вам даны, это быстрый старт, то вы к этим $300 получаете еще $700. То есть зарплата у вас будет $1000. И $700 будет 3 раза подряд вам прибавляться. Вот. Главное в 90 дней вам уложиться сначала. Дальше ваша команда начинает расти. А как она начинает расти? То есть, понимаете, то есть здесь очень важно то намерение, с каким сюда человек приходит. То есть если он приходит сюда просто ездить в круизы, отлично. Как говорится, пусть спокойно человек едет в круизы, накапливает и едет. Но если мы говорим о бизнесе, то сюда нужно приглашать людей бизнеса, людей с мышлением бизнесмена, понимаете, которые готовы вложиться в свой бизнес, чтобы двигаться дальше. И деньгами, $295 это деньги, и временем, и энергией. Вот. И вам нужно как минимум 3 таких человека, чтобы ваш бизнес пошел вверх. Вот. И тогда эти... Первого человека команда 30 человек образуется, у второго, у третьего, у вас еще команда растет помимо этих 3 веток, у вас уже 100 человек. Вот ваша зарплата $1000. И опять же, если это в течение еще 90 дней, ну, как бы вы сделали, и 3 месяца подряд вам 700 будут прибавлять. Дальше 2,5, 5 и так далее. То есть зарплаты очень хорошие, и к этим зарплатам, вы видите, еще будет прибавляться пассивный доход. То есть в зависимости от того, сколько у вас в команде людей, да, сколько у вас открыто уровней, тоже на школах объясняем, что это такое. Ну, в среднем в этой табличке вы видите, какие суммы, то есть у вас еще пассивный доход постоянно приходит, да. Вот, это очень интересная история, и пассивный доход, и зарплата, они появляются не сразу, а когда вы принимаете решение, что вы будете здесь работать. Вот, и, в принципе, доход у нас не ограничен, то есть есть у нас чеки на сегодняшний момент, и 10, и 25 тысяч долларов, и больше, то есть в зависимости от того, какие вы себе цели ставите, да, как говорится, куда вы стремитесь, да, то есть если вам достаточно $1000, ну, наверное, это к вам не сюда, вот, а если вам нужно 10, 25 в месяц и так далее, то тогда добро пожаловать к нам в команду. Потому что, ну, 1000 тоже можно, но это, скажем так, мелковато. Поэтому те, кто идут сюда на бизнес, у вас должны быть хорошие амбиции, вы должны быть готовы работать очень активно. Да, Лилечка, супер, да, в клубе 1,5 года, национальный директор, очень довольна. Да, я тебя поздравляю, я тоже довольна, что ты довольна. Это здорово, понимаете, когда вы проводник для людей, когда вы им показываете, что может быть по-другому.
да, что может быть у кого-то кризис, а у другого возможности, зависит от вас, от того, какое вы ставите намерение. У нас с вами намерение высокое должно быть, да, но оно как должно быть, это вы выбираете, какое оно у вас. Либо, как я говорю, мы из выживания, ой, у нас тут клуб такой, ой, давайте, приходите к нам. Нет, ребят, мы реально людям даем возможность и заработков огромных, и возможность путешествий на шикарных лайнерах, которым эти путешествия многим даже не снились, понимаете? А сегодня это реальность и для пенсионеров, и для людей с ограниченными возможностями, и для всех остальных. Мне, кстати, в Москве сделали, ну, скажем, такое замечание, мы сейчас этот вопрос решаем, что у нас не сказано про людей с ограниченными возможностями, а у нас действительно на лайнерах все сделано для людей, колясочников. Они себя там чувствуют, ну, действительно, очень хорошо на лайнерах, поэтому действительно круизные лайнеры, они для всех, начиная с 6 месяцев. Вот, и мамочки тоже, вот кто я обращаюсь, например, у кого детки, да, пожалуйста, для вас этот бизнес, для вас, для ваших детей, потому что дети действительно могут, дети посещают такие страны, посмотрите, вот как Ярослав рассказывает, да, ну это не Ярослав, это Генрих, вот, он тоже будущий круизер, вот, и когда мне говорят, я не могу, у меня дети или еще что-нибудь, ребят, это все ограничения в вашей голове. Я постоянно говорю, только все в голове, поэтому, пожалуйста, раскройте себя для Вселенной, да, как говорится, Бог нам всем в помощь, вот, вступайте в наш клуб, обязательно рекомендую за 295, чтобы у вас была возможность не только путешествовать, а еще и материально поправить свое положение очень сильно. Приглашайте людей, дайте, покажите им эту возможность и начинайте строить команду. На этом все. Еще раз хочу сказать, что я приглашаю 16-17 февраля. Бронирование происходит до 5 февраля, потому что у нас определенная квота мест, соответственно, в Зеленогорске, в Гелиос отеле. Это будет действительно грандиозное событие для тех, кто хочет, ой, скажем так, даже у меня аж мурашки по коже, кто хочет кардинально изменить свою жизнь благодаря нашему клубу и с нашим клубом Cruises. Да? Спасибо всем огромное. Если есть вопросы, вы их задавайте, я по максимуму смогу, на что отвечу. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень рада, что у нас становится все больше и больше, и мы влияем на людей, а это самое важное качество лидера, это то, чему нас учит Майкл Хатчисон. И пока еще я принимаю ваши прекрасные слова, хочу сказать, что становитесь скорее интернациональными директорами, и чтобы мы все поехали с вами в июне в Андорру на встречу с Майклом Хатчисоном, да, потому что раз в полгода Майкл, наш президент, будет делать такие директорские встречи в разных уголках планеты. В этом году это июнь, Андорра. И это не только про деньги, а это про окружение. То есть, когда вы меняете окружение, меняется ваша жизнь. И все, кто был с Майклом Хатчисоном, понимают, что после встречи с ним жизнь меняется. Вот. Спасибо всем большое, удачи и до новых встреч!